сказать. Вот, так что сейчас начинается трансляция. И сейчас идет все в штатном режиме. Вот, мы приветствуем вас, Настя, Виктор. Извиняем за задержку. Долго болтать не будем. Скажу только то, что вы можете поддержать кассовый сбор, ребят. Вот, будем рады, потому что фильм не взяли в прокат в России и в мире. Так что это будет ваша поддержка в путешествии и в съемку фильмов. Вот. Долго я не буду тянуть. Наверное, начнем, ребят, да? Да. А потом будем общаться после фильма. Уже потому что время прошло немножко. Будем общаться после фильма. Да, Глеб. Я прям чувствую благотворное влияние морской воды на мой организм. Забирает не только телесные недуги, но и душевную усталость, любую. Океан он забирает. Хорошее лекарство всего. Океан, чистый воздух. Очень светлая душа. Это чувствовалось в каждой фразе, которую он говорил. Благодаря таким путешественникам, как Никита и другие его последователи, которых сейчас очень много, мир становится добрее, светлее, интереснее, ярче. Никита, он совершил такое, что останется его путешествие на века, в веках. Основана на реальных событиях велопутешественника Никиты Тинджи. Энергию черпаю я именно из природы, поэтому для меня это очень важный аспект в путешествии, это общение. Общение с природой. Все, доброе утро. Будильники вон ходят у меня тут шерстяные. Конечно же, это было интересно с самого начала. Как он только отправился в это путешествие, мы тут же начали следить за ним. В детстве именно через эти окна своего дома по улице Афанасьева в городе Чебоксары смотрел Никита на улицу. Возможно, благодаря им он открыл свой путь к путешествию, посмотрев фильм в диких условиях. Меня этот фильм затронул на тот момент, в том возрасте, в 17 лет, когда я его посмотрел. Я как раз еще был на таком распутье, я не знал вообще, чем заняться, где себя применить. Сильный такой фильм, именно, наверное, не сколько даже истории, а сколько режиссер, который это все передал. Очень здорово. Поездка в Восточное Кочевье у него началась через Чебоксары в Казань. И, как он сам отмечает, оказалось, что первым, кому он заехал, получилось ко мне. Человек весьма скромный, сдержанный, он не говорит о каких-то трудностях. Ну, говорит, да, вот были там какие-то. Но я подозреваю, что были и, наверное, существенные.
было голодал, проблемы с деньгами тогда были. И новая страна, новые условия. И иногда теряешься и не знаешь, где еду купить. И только заехал в Китай, смотрю, лежит большая связка бананов. Некоторые вроде даже нормально, я смотрю. Но я надеюсь, они не обоссанные никакие. Че бы парочку не взять? Че добру пропадать-то? Вот и набрал на югах много таких подарков с неба. Вообще вкусные. Ребята, приезжайте, короче, я координаты скину, где бананы. Ну, дорога очень классная. Это кузнечики у них так свистят, что ли. Какие-то цикады очень-очень громкие. Я хочу найти источник звука. Я и не понял, я пошел посмотрел, но так и не понял. На какой-то сверчок местный из джунглей. Где ты? Будешь кеяться сейчас, да? Да, наверное, слонообразный сверчок. Ох, все, лежу в палатке. Выгнал муравьев, а то они у меня здесь прописались. Капец, я в темноте среди этих волкодавов ездить. Главное, чтоб на цепи были. Смог бы ли я на его месте также путешествовать? Скорее всего, нет, потому что надо перебороть те страхи, ночевать в тайге, там, я не знаю, те же самые медведи могут выйти. О, буйволы уже пошли. Только он какой-то страшный, я не хочу к нему близко подходить. Вообще страшный. Но я вообще ожидал встретить каких-то диких животных, типа там слона, может быть жирафа, поскольку это Юго-Восточная Азия, может быть каких-то медведей, но все это как-то проходило мимо, и вот порадовала змея возле дороги. Ядрен Батонский. Зачем я ее увидел, а? Я теперь спать в палатке не смогу. Боже мой. И он делился вот такими именно что вот моментами, и ты понимаешь, что в путешествиях не все так гладко. Смотрю, он там приобрел новые кроссовки и вот не просто выбросил старые кроссовки, а решил это дело такой какой-то сакральный смысл, огонь развел. Ну все, прощайте, мои дорогие. Спасибо вам, отслужили верой и правдой. Столько воспоминаний с вами. Расстается с пройденным путем и едет куда-то в новый путь, начинает как бы новое движение. Теперь вы будете мне служить. Вышел из леса на берег, как из квартиры на улицу. Какое небо прекрасное. Тишина, спокойствие, благодать. Хорошо, что есть небо. Оно напоминает нам о великих подвигах, которые будут впереди. Он показал всем людям, что не нужно бояться расставаться с какими-то
удерживающими моментами и реализовать всеми возможностями свою мечту. Можно прям с дороги покрутить на хорошую дорогу. Я сижу сейчас в Париже, дома, и там что-то на компьютере делаю, а Никита крутит барабан, и он загадывает сейчас желание, чтобы у нас у всех в Чебоксарах, там, во всех местах, где он уже побывал, чтобы у нас у всех было хорошо. Кручу за вас всех, друзья. Дай Бог вам всем здоровья, удачи. И я реально вот эту энергетику, что ли, как-то почувствовала. Я крутил их с хорошими мыслями, с хорошими мечтами, чтобы они сбылись. Честное назначение, там сколько кругов именно там, то есть это тоже своя вся система, но я в нее не вникаю, стараюсь, я понимаю, что это за все хорошее. Да, снимаю. Я гулял по городу и встретил просто котика. Что здесь нашел? Рыжика маленького. Игрулька. Ух ты какой! Ух ты какой игрулька! Ах ты кусака! Кусака? Ух ты псих! Да просто игрулька выпадает. Вот. Для него тоже радость. Нашелся человек неравнодушный, поиграть, который готов. Вот. И что, он пользуется моментом, кусает. Весна, да, у тебя, балбесина? Тепло, хорошо сейчас. Гуляй, гуляй не хочу. Ладно, Котофейка, пока. Пойду я тоже гулять дальше. Раз, два, три, четыре. Лево и вправо. Хорошо сидя дома, конечно, когда никуда ехать не надо. Каждый день знаешь, что будет завтра. А здесь не понимаешь, не знаешь, где ты ночевать даже будешь. Армия — это детский сад по сравнению вот с этим. Ох, не ахти, конечно, поспал. Как полудрем такой. Но лучше, чем ничего. Спальник не тянет, уже холодно в нем все равно спать. Вон уже местные начали шарахаться. Наверное, думают, что за тело здесь лежит под колонной. Главное, полежал, отдохнул, подремал, проснулся, поехал дальше. Такие интересные ночевки, такие как раз и запоминаются. Выкладывает все, что снимает. И ты невольно погружаешься именно в эту страну, где он находится. Кушаешь, ешь, что он кушает. Ходишь в ту же парикмахерскую, куда он уходит стричься. Помыли, постригли чуть-чуть, ребята. Вообще молодцы. Один человек знает русский язык. Вот учился в Москве. Русский имя, но Юрий меня зовут. Ага, Юрий. Учился в Москве, говорит, 3 года. Сейчас моим переводчиком работает. Они хотят фотографировать с вами. А, хорошо. Хорошо, сейчас сфотографируемся. Я точно знаю, что китайцы, они приветливые, что они очень любопытны, им интересно это, им хочется вот с нашим гостем поближе познакомиться. И это не раз уже, когда он видео снимал, отмечал, что ему все сигналили, пибикали, как-то приветствовали. Hello, hello.
здорово надо говорить, здорово, а не hello. Здорово. Я тут как экспонат стою. Надо бабки зарабатывать на это. 5 юаней за просмотр. Довольно дружелюбные, гостеприимные, им интересно, они общительные, любят общение. Вот, увидев меня на велосипеде, ну, я там не единственный проехал, то их много проезжает. Вот, и хорошо, что путешественники оставляют такое хорошее впечатление. Гостиница в одной. Я искал ночлег, они уже закрылись. Ну, говорили, что нет возможности переночевать. Они вообще делали, по-моему, ремонт, что-то. Собакин ко мне подошел, приласкался. Вот это вот хороший пёся. Не кричит, не гавкает, пришел, уткнулся тут и все. Ты что там уткнулся? Стесняешься, что ли? Хозяева очень любят собаку, как бы доверились ему и сказали, что, в принципе, ты можешь ночевать, и денег мы с тебя не возьмем. То есть и накормили, и спать вложили. В этом всем Собакин виноват. Собакин все устроил. Хозяева же чувствуют, когда человек хороший, когда собака приходит ласкаться, не ко всем же приходит. Собакин меня приютил, в общем. И потом, когда я уезжал, он уже грустил, сидел возле входа и смотрел жалостно на меня таким взглядом, что сожалел, что я уезжаю. Малыш меня уже с утра встречает, сидит. Все, поеду дальше, малыш. Те посты, которые он делает, да, то есть и видео, и фотографии, говорит о том, что он смотрит на мир открытыми глазами и хочет поделиться с тем, что он видит, с другими людьми. Вот за это мы его и ценим. Ну все, попрощался с хозяевами. Малыш, ну ты же самый главный тут хозяин, да? Давай, малыш, счастливо. Ты что такой грустный? Ты уезжаешь? Ну, малыш, так надо, что? У меня дом далеко, мне домой надо тоже. Давай, пока. Пока-пока, малыш. У него палатка была завалена снегом. И можно себе представить, в такой холод ночевать в палатке, какая бы ни была одежда, но это вот, считай, под снегом. Это, конечно же, еще больше поднимало вот его значение, его поступка и вот его путешествия в наших глазах. Как ему пришлось переночевать в таких сложных ситуациях. Ты понимаешь, что это действительно какая-то большая работа. Не просто крутить педали, не просто наслаждаться видами. Невзирая на такие тяжелые условия, на погоду, и в дождь, и в снег, в холод и в жару, он добивался своей цели. Особенно вот эти моменты, когда он в горах, там снег, прям аж до дрожи пробирает. Потому что понимаешь, через что человек проходит в этот момент. А какова его миссия вот в этом путешествии? И Никита очень просто и хорошо на это ответил, что миссии никакой нет. Он просто едет для того, чтобы познать мир, посмотреть мир, больше узнать, познакомиться с людьми. Справа Леха с Беларуси, лево с Украины, короче. А посередине чуваш стоит. Иду домой, загрузил мне Леха гречки там. Дорожку. Да, немножко. Соскучился я уже по этой гречке. Ну хлеб съел с утра, целую буханку. Вы не поверите. Да ничего, дорвался, называется. Он с людьми очень хорошо сходится и общается. То есть все это позволяет ему, конечно, путешествовать и находить новых друзей, последователей даже в том числе.
я вот следил за его путешествием, мне тоже стало вот интересно вот эта вот тема велопутешествия, вот, и мне вот пришло в голову как бы самому тоже вот почувствовать это на себе. Все, друзья, доброе утро. Встал, собрался. Вот, сегодня в таком прекрасном месте ночевал. Андрей Романов говорит, что Никита вдохновил его отправиться в велопутешествие на большие расстояния. Мне уже захотелось тоже вот проехать несколько там тысяч километров и уже испытать это на себе, узнать, что это такое. И вот я решил поехать на Кавказ, ну, по республикам Северного Кавказа. И вот я вот целый год к нему готовился. За 30 дней я проехал 4000 с лишним километров. Очень доволен своим путешествием. Спасибо Никите за то, что вдохновил меня на это путешествие. Вот Андрюха стоит, наш кавказский, тоже на Кавказ ездил, молодец. По моим следам практически. Да. Так что надеюсь, вот таких людей, как Андрюха, теперь будет больше из Чувашии. Вот если бы не твое путешествие, я тоже, наверное, никуда не поехал бы, катался бы по городу только. Да ничего. Вот я говорю, сейчас больше будет людей понимать, что надо путешествовать для развития, смотреть. Тем более на велосипеде возможность-то хорошая вообще. Можно уехать, бензина ничего не нужно, палаточка. Да. Главное расставить приоритеты в жизни, и все. Это самое главное, да. Благодаря таким путешественникам, как Никита и другие его последователи, которых сейчас очень много, мир становится добрее, светлее, интереснее, ярче. Я также заметил, что больше людей расширяют свой кругозор при помощи велопутешествий. Среди них Роман Андреев, который благодаря рассказу Никиты отправился в путешествие. И он мне рассказал свою историю. Год и 2 месяца в дороге по Кавказу на велосипеде. А я ему тогда сказал, что я кино снимаю. И он мне сказал фразу: тебе как режиссеру необходимо отправиться в путешествие. И вот я тогда что-то перещелкнуло в голове И доехал до Турции из Чебоксар. За 10 месяцев Роман проехал на велосипеде более 10 тысяч километров. За день до возвращения на родину мы встретили его на границе Республики Чувашия и отправились на поиски места под солнцем во главе чувашского путешественника Никиты Тенже. Получается так, что именно в этот вечер состоялся первый поход и рождение клуба «Чувашский путешественник». Но в тот момент пока никто из нас про это не знал. Ранним утром я увидел волшебный рассвет на берегу реки Волги. Все друзья спят, к нам в гости пришел рыжий хвост и 2 уха, дикий, лесной, с виду домашний кот. А может быть, мы у него в гостях? Рассвет встречаю я с утра и слышу пение соловья, как птица по волнам плывет, а кот сидит и тихо ждет. Вдали корабль проплывает, а кто-то ждет и все мечтает. Мурчание рыжего кота
придаст вам силы и тепла. Привет, Никита. Здравствуй, Виктор. Салам Пурнеде. Вижу, ты сейчас в путешествии. Где находишься? Сейчас я нахожусь в Лаосе. Проехал уже 22 тысячи километров. Вот на том берегу уже Таиланд. Уже где-то в километрах ниже в 5 уже мост. То есть завтра я буду в Таиланде. Про Никиту я узнала из фильма «Движение в Чебоксарах». Первый раз увидела его на экране. Мне очень понравились его слова о своем путешествии, о своем отношении к жизни. Как ты решил и пришел, что путешествие это твое? А как пришел к этому? Как пришел? Я просто слушал свое сердце. Сердце мне подсказывало, что нужно познавать мир. Вчера я палатку ставил вот возле этой вышки. А утром встает, вот ночью просыпается, оказывается, к нему подступила вода. Вода была далеко за теми буями. Он услышал шум волн и успел палатку отодвинуть. И вот это было интересно для меня. Вовремя я проснулся, ничего не намочил. Больше было бы эмоций, если бы он проснулся бы в воде. В дороге, конечно, нежелательно слушать музыку, но иногда так просто скучно и нету сил, и хочется чем-то зарядиться. Музыка – это такая движущая сила, очень хорошая. Встретил путешественницу в Германии. О, дедушка, красавица. А what's the city to Germany? What's the city? Berlin. Berlin? О, из Берлина. Правильно, хочешь ехать? Я восхищен данным человеком. Он презентует Чувашскую республику во всемирном пространстве, фактически являясь послом Чувашской республики во всем мире. Флаг пусть висит, когда будешь взять, заберешь? Да, да. Пока ты здесь, видишь? Все, дракон пулга. Можно. Его путешествие на велосипеде как тонкой-тонкой ниточкой, но, несмотря на то, что эта нитка тонкая, он связывал народы и крепко между собой. Он говорил о своем народе. Он очень бережно и красиво говорил о том, что он всегда говорил, что он из Чувашии, что он чуваш. Welcome to Chavash Republic. Yeah, I would love to. I never had idea about this Chavash Republic. Chavash Republic, and I write my contact. Thank you. Тавдабуш, чувашский. I'm Chavash. Yes, Chavash nation. And Тавдабуш, and спасибо. Thank you. Grazie. О, Хамарьял в Таиланде. Там Дубай, Монтей.
светла и пещере в Санжана. Манжанезе чиберкенчим шюликри буламанчинкенеге. Вечер продолжается. Хорошо здесь, в Таиланде. Можно сидеть круглые сутки на улице, общаться, обсуждать будущее Чувашии. Я думаю, что вот Никита, он везде находит хороших людей. Есть люди, которые прям светятся. Канал «Чувашский путешественник». Всем радости и лайка! Он как-то воспринимает все хорошее, что есть, и берет это с собой, и везет дальше, и с нами делится. Откуда земляк? Чувашия. Чувашия? Чуваши на велосипеде, что ли? Да, ну не только с Чуваши, я уже 2 года в дороге. Откуда? Ну вот до Владивостока доехал, Средняя Азия, Владивосток, потом Китай, Таиланд, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, опять через Китай, Монголия, сейчас сюда. А кто тебя спонсирует это? Бог спонсирует меня. А это наш священный просто велогость, который осветил нашу территорию. Освещает, да. Ну, спасибо, спасибо. Он своим трудом, своим умом, своей силой, своей энергией старался на всем своем пути поднимать имя Чувашия, название Чувашия. Ну вот, все. Оставил след небольшой, как в армии, на стене. Вот Женя из Новочебоксарска. Сейчас еще подъедет. Земляки везде есть. Чуваши рулят. Все чуваши люди наши. Все правильно. Камариал. Ну я тут, короче, посмотрел, тут русскоговорящих столько. Очень много. Ты попал в русский квартал. Вдруг целый остров заполнен такими существами, обезьянами, которые шарят по карманам, забираются там на спину, на плече сидят. Вот это Юго-Восточная Азия. Очень такая интересная серия. Себе тоже добавил видеозаписи. Не просто смотрел, а уже добавил, чтобы можно было снова пересматривать. Малыш, я тебя домой заберу. У меня кот рыжий есть. Будешь дружить. Все, нашел я себе спутницу. Дочку себе нашел. Без жены, короче. Я вначале думал, надо жену найти, потом дочку. А оказывается, можно сразу дочку сделать. Что-то я поворот проморгал, не туда поехал. Километра 3 проехал, сейчас он возвращаюсь к перекрестку снова. Вот так вот иногда невнимательность бывает. Задумаешься о чем-нибудь и поедешь не туда. А может туда, кто его знает. Обычно случайностей не бывает, и все закономерно. Когда дорога привела Никиту в Новосибирск, то он тогда еще не знал, что благодаря этому он встретит свою будущую жену Анастасию, которая родит ему дочку Аю. Чувашский путешественник приехал в Новосибирск на велосипеде. Он уже преодолел 8,5 тысяч километров. Будущий учитель географии Никита Васильев отправился в путь 7 месяцев назад. Сейчас он находится в Новосибирске. Наш город оказался на середине пути. Впереди дорога до Дальнего Востока протяженностью еще около 7 тысяч километров, а затем путешественник планирует тем же способом вернуться в Чебоксары. Я сам не ожидал, что Никита сможет путешествовать по Китаю, потом еще Вьетнам, Таиланд. Это, конечно, было невероятно и круто. Я в жизни не видел столько чаек. Он сидит, выпрашивает у меня. Оп. Здорово такие места находить. В Китае города очень такие
создают комфортную среду в городах. Просто у нас стереотип в России еще, что китайские города – это обязательно заводы, трубы одни торчат, смог. На самом деле это все не так, очень много зелени. А, как вкусно пахнет. То ли от девушек, то ли от цветов. Я даже не ожидал, что так классно будет. Вот что значит, когда никуда не спешишь, когда есть время отдохнуть. Вот расслабляешься, гуляешь. Напарницу кого-нибудь, как, конечно. Одному скучно так гулять. Я чувствовала, что, наверное, это я. Так нескромно скажу. Потому что я подумала, ну кто еще, какая еще чувашка может так за ним следить и захочет вообще с ним поехать. Потому что велопутешествие — это не комфортабельная поездка на автомобиле или на самолете. Поэтому каждый раз, когда он говорил, мне нужно жену найти, мне нужно девушку найти, которая сможет со мной поехать, я так подумала, ну вот хорошо бы вот он бы мне предложил поехать, я бы согласилась. Как поучитель на автостоп все-таки. Маленькая аналогия жизни. Ждешь, но это ожидание стоит того, когда ты ловишь нужную машину в нужном тебе направлении до нужного пункта назначения. Также и в жизни нужно приложить усилия, чтобы дождаться нужного тебе человека, в котором ты нуждаешься, и пройти с ним весь жизненный путь. Много останавливается людей, предлагают свою помощь, но им либо не по пути, либо багажник маленький. Также и в жизни. Много людей приходит, но все-таки нужно ждать нужного человека. Слава Богу, что я нашел такого человека, с которым я чувствую себя так же свободным, когда еду в паре. Ну, мысли материализуются. Ну, тогда я на тот момент еще не нашел такого человека. Поэтому так случилось. Для меня был серьезный шаг взять с собой напарницу. Ну, взял и не пожалел, и не жалею. Также еще, наверное, чувствую даже более себя свободным. Нормально, Настя. Все готово к дороге, уже все заряженное, да? Сейчас посмотрим. Сейчас стою на этом перекрестке уже минут, наверное, 15, 10, наверное. Вот. Настя, короче, профукала поворот. А я ехала всегда сзади, и Никиту держала в поле зрения. И там была развилка. Одна дорога вела в Тюмень, а другая такая невзрачная вела в Екатеринбург. То есть он был буквально в 2-3 километрах, но нужно было просто вот этот поворот не пропустить. Я не заметила, как Никита свернул, юркнул туда. И все знаки, которые показывали мне, вот тут Екатеринбург, я их просто проигнорировала, поехала в другой дороге. Я не знаю, я назад не поеду сейчас ее искать. Да, сейчас зрители скажут, это не по-джентльменски, еще чем скажут. Ничего, это испытание будет, пускай сама едет. Все за мной, да за мной, пускай сама найдет. У нее связи нет еще. А она сейчас, наверное, уже далеко уехала, догонять я ее уже не буду. Я чувствовала большую обиду и злобу. Обиду на Никиту, злобу на себя. Я подумала, как можно быть такой растяпой, чтобы отстать от велосипедиста, который перед тобой буквально в 20 метрах едет. Нашлась, Настя, нашлась. Чё? Ты чё меня не... Потерял-то то, я ж не видела. А ты чё потерялась? Как ты не видела? Я ж перед носом у тебя повернул. Чё ты испугалась? Настя, ты чё? Девочка испугалась. Эмоции тогда, конечно, испытали много. Сейчас вспоминаем об этом с улыбкой, со смехом. Такое, как интересное приключение в дороге. Главное, с хорошим настроем быть, ко всему относиться. Даже если что-то пришло плохое, надо к этому относиться как к ступени, к очередной. Не зря говорится, сквозь тернии к звездам. Вот, поэтому во всем нужно видеть смысл. И что если тебе дана трудность, то она не просто так, что тебе нужно ее преодолеть. Все, лезем наверх. Я же хотел высоты покорять. Вот и покоряем.
Тут двух китайцев запрягли. Женщину запрягли. Баулы мои тащить. Слабо, спасибо им. Он идет в свой страх, если у него вообще это есть страх. Потому что после таких путешествий понимаешь, что страх у тебя нету. Даже страх появляется, наверное, в городе. Потому что в городе ты понимаешь, что ты, в принципе, получается, не знаешь, чем заняться. Ты привык 2-3 года колесить по свету, а в городе приезжаешь, и здесь обычно такая обыденная жизнь. На одном месте он точно усидеть не сможет. В нем кипит энергия, ему нужна деятельность. Просто представить себя, что он будет там сидеть и работать, это пока невозможно. Есть у него идея, есть желание посмотреть мир. Ну, есть сподвижники и те, кто его поддерживают, это, наверное, и родители. Ну и сейчас это его спутница жизни. Никитка, да ты оптимист? Да? Да. Ты серьезно? Серьезно. Конечно, Никитка. У нас все получится. На это время Никита проехал более 50 тысяч километров на велосипеде. Это расстояние больше, чем проехать вокруг Земли. По словам чувашского путешественника, это только начало пути, и в скором будущем их ждет уже семейное кругосветное велопутешествие. Мы, чуваши, везде всегда земляка будем встречать с распростертыми объятиями и с гордостью, с национальной гордостью. Это у нас тот же Николаев, тот же Василий Иванович Чапаев. Это наш герой. В нашей жизни офисной это все повторить, вот эти его подвиги, понимаем, что никак, но тем не менее стремиться будем к этому. Нет, но мы задумываемся пойти в магазин и купить себе велосипед. По крайней мере, как минимум начнем с этого. Хотя бы попытаем. Я скажу так, что никто из нас здесь присутствующих не сможет повторить такой подвиг, который совершает Никита. Никите троекратный дебют! Ура! 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 Можно бросить все и поехать изучать мир. Можно делиться с другими людьми то, что ты узнаешь. И мы, глядя на его репортажи, можно сказать, невольно с ним путешествовали. Ну, милая девочка, когда приехал, такая обаятельная бояшка. Вот. Такая вначале стеснялась, а потом, конечно, к камере уже привыкла, начала позировать, бегать, смеяться. Сейчас, наверное, растет, живет у себя в Монголии. Хорошо здесь сидеть. А кто-то в городе сидит, кроме квартиры ничего не видит, бетонных стен. А у вас тут такой простор. Вот так вот люди живут. Из путешествия Никиты? Монголия мне очень запомнилась. Вот, я смотрел прям с удовольствием вот эти его видеоролики про Монголию. Ну, это было здорово. Это было сильно. У него там дети что-то стырили, какой-то момент был. Вот, он такой к ним подъезжает и говорит: здорово. Здорово. Где этот фальшфейер? Здесь был. Где? Вот здесь вот. Ну ладно, бог с вами, детишек, что из вас возьмет. И самый хороший момент был, когда он говорил: это не вы виноваты, что вы своровали, а ваши родители, то, что вас не воспитали. Я нашел такое замечательное место, как прям чувствовал. С утра проснулись, восход солнца, потом туман. До сих пор этот рассвет перед глазами стоит. Такой
такое ощущение создавалось, как будто бы мы где-то на каком-то высоком перевале, а внизу обрыв. Потому что туманом все застилает, и не видно ничего. И когда солнце всходило, казалось, что оно всходит над вершиной какой-то, не знаю, очень высокой горы. Как в сказке получилась картина. Я вообще никогда ни о чем стараюсь не жалеть, а тем более о таких довольно интересных шагах. Да я и тогда не сомневалась, я сейчас думаю, что если бы все нужно было вернуть и как-то заново пережить, наверное, ничего бы не стало менять. Этот закат хочется снимать и снимать. 21 сентября 2017 года войдет в историю Чувашии как важное событие возвращение чувашского путешественника на родную землю. Народный герой Никита вместе с собой привез единомышленницу и подругу Анастасию. Благодаря этому сегодня уже родилась семья с фамилией Тенче. Чувашская фамилия Тенче. Основной перевод — это мир. Можно вселенная перевести, сфера, то есть, по сути, земля. Хорошо сочетается как раз с моей деятельностью путешественника. Мне казалось, что мы как национальные герои или кинозвезды, или, не знаю, спортсмены, которые что-то выиграли. Я думала, что вся Чувашия просто знает, что мы приехали, все Чебоксары нас ждут. Причем меня встречали так же тепло, как и Никиту. Я думала, я совершенно незнакомый здесь человек, который впервые вообще в Чебоксарах, но приехав сюда, как дома ощутил себя, потому что люди меня знают. Ко мне подходили люди, которых я никогда не видела, но они так встречали меня, как будто уже давно в курсе, кто я. Ну вот и Чебоксары. Даже не знаю, что чувствую. Конечно, здорово. Здорово и печально, что восточное кочевье заканчивается. И для вас, друзья, наверное, это тоже. Но еще будут и новые путешествия. Было такое ощущение, что мы встречаем космонавта. Велокосмонавт наш, Никита, вернулся домой. Но он достаточно целеустремлен. Впереди у него тоже есть будущее, за которое, насколько я понимаю, он тоже крепко держится обеими руками. Все путешествие на велосипеде был чувашский флаг. Это вот преданность, любовь к родной земле. Поэтому вот и у меня возникла такая ассоциация, что это вот тот голубь мира, символ мира, который был написан Паблом Пикассо с веточкой оливковой. И вот этот флаг, у меня было ощущение, что вот да, вот он, этот голубь светлый. Молодец. Давай. Самое главное здоровье и вчера здоровье.
Самый сильный, самый способный. Как он приехал в Чебоксары. Вот это я не забуду. Мы стояли, встречали. И я забыл слова, я проглотил слова. Когда он такой простенький подошел, там обнял, говорю, вот, это было самое запоминающееся, мне кажется. И Никита, и Настя чрезвычайно обаятельные, приветливые люди. Наверное, благодаря им создается такая атмосфера, где бы они ни участвовали. Успехов ему хочется, великих свершений, которые, я думаю, что у него будут. Я считаю, что каждый житель Чувашской республики должен чем-то помогать Никите, ну хотя бы лайками в интернете, быть подписчиком на Никиту, потому что это человек, который реально вошел в историю Чувашии, один из самых ярких людей 21 века. Возьми, пожалуйста, вот эту тему на путешествие. Просто чисто. Спасибо большое. Меня Илюха зовут. За поддержку велодвижения вообще Чебоксары и вообще продвижение Чувашии на других регионах. За то, что вклад вносишь такой. Спасибо большое. Давай я тебя еще раз обниму. Приятно вот так людей встречать по Чебоксарам. Давай, спасибо. На ежегодном велобале Чувашии под овацией народного духа Никита и Настя стали нашими велокоролями. Велокороль и велокоролева вот здесь вот рядышком перед вами. Под ваши бурные аплодисменты, дорогие друзья! Художник Александр Ильин подарил нашим героям их же портреты. Держите. Спасибо большое. И я думаю, что у нас еще будут с ним встречи. Он нам еще будет рассказывать и в школах, и в высших учебных заведениях. Учась в школе, я был бы счастлив, если бы ко мне в школу пришел бы такой человек, как я, путешественник. К сожалению, к нам такие не приходили. У детей все равно это отложится все в голове. Может, они и забудут, но как-нибудь все равно будут помнить, что к ним приходил путешественник. Меня, может, они и забудут, но будут вспоминать то, что они чувствовали, когда я им рассказывал про путешествия, какие-то образы, картинки. Все-таки мы запоминаем образами, можем человека и забыть, там какие-то события, остается образ, как во сне. Вот. Это где-то отложится у ребенка, и в будущем он это уже будет за своей мечтой уже стремиться, познавать что-то новое, изведывать неизведанное. Вообще глоток свежего воздуха и воды. Конечно, то, что он уже сделал, это останется в истории, когда он ездит в Чебоксарах по школам, показывает, насколько можно быть смелым в своих поступках и решениях, просто действовать. Вот Никита, наверное, показывает своим примером людям, что можно не бояться и делать. О, какое настроение прям обалденное, прям зарядился энергией природы. Мне было очень приятно, что есть среди нашей молодежи вот такие ребята, как Никита. И хотелось бы, чтобы они больше встречались с другой молодежью. От него идет тепло, доброта, понимание собственного «я», чего я хочу в жизни. Всегда, конечно, буду помнить тот мыс счастья, как я его назвал, во Вьетнаме, когда я остановился. Думал только на ночевку, а остановился на неделю. Погружалась в эту атмосферу, в эту местность, что вот хотелось, скажем так, даже как-то прильнуть к экрану и тоже оказаться там. Очень приятно смотреть видео, душой отдыхаешь и радуешься за Никиту. Как будто бы ты сам побывал в этом путешествии. Какая же красота здесь. Как я счастлив, что нашел это место.
сама рука Бога меня сюда привела. Можешь жить здесь остаться, мне уже терять нечего. Он говорит то, что он думает. То есть я не замечал такого, чтобы он хотел понравиться нам, зрителям. Он вел себя всегда естественно. Вот. Он был на природе, он был един с природой. Я прям чувствую благотворное влияние вот морской воды на мой организм. Забирает не только вот телесные недуги, но и душевную усталость, любую. Океан он забирает. Хорошее лекарство всего. Океан, чистый воздух. Чем больше слушала, тем больше этот человек к себе притягивал. Он был настолько светлый, он внешне светлый парень и очень светлая душа. Это чувствовалось вот в каждой фразе, которую он говорил. Он очень бережно отзывался о людях, которые встречались ему в этом длинном путешествии. Говорил о них с любовью. Энергию черпаю я именно из природы, поэтому для меня это очень важный аспект в путешествии, это общение. Общение с природой. И отдохнув пару дней от людей, от городов, в одиночестве, всегда могу двигаться дальше. Если бы я так не делал, не раскрепощался на природе, то вряд ли бы, наверное, проехал бы столько. То есть черпаешь силы самой природы. Мы вышли из природы, и мы не можем, это как с матерью, обрубаешь связь просто. То есть с этой жизненной энергией, с жизненной силой. Поэтому мы никуда без нее. Мне понравился еще момент, когда он купался в море один. Как он радовался, и эта радость, мне кажется, передавалась его зрителям. Искупался заключительный раз в море. Я уже знал, что дальше дорога пойдет вглубь континента. Уже не знаю, когда увижу его в следующий раз. И вот так символически прощаться очень приятно и грустно в то же время. Никита, ну он просто молодец. Есть такое слово русское «молодец». Оно говорит обо всем. Чувашский велопутешественник Никита Тенджи вернулся на родину, чтобы снова отправиться в движение по дороге жизни. Вся наша жизнь – это большая дорога, бесконечная. Друзья, путешествуйте, и вся планета будет как один большой дом восприниматься.
Фух, вот, ребят, со слезами заканчиваем трансляцию фильма. Вот, все ваши сообщения мы читаем. Спасибо вам всем за поддержку. Приятно слышать, приятно увидеть друзей, хоть так, в текстовом виде. Вот, и я на самом деле хочу выразить благодарность Виктору, нашему другу, режиссеру, поистине мастеру своего дела, за то, что он сделал такой подарок нам. Да, тебе спасибо. Подарок на всю жизнь. Спасибо тебе, Виктор. Я думаю, ребят, вы со мной согласны, что этот фильм просто замечательный. Вот. И хочется его и смотреть, и смотреть. Даже мы уже раза 4-5 смотрели, как бы не надоедает. Он всегда, в каком бы возрасте мы не были, хотелось бы его смотреть. Вот. Сейчас, наверное, будем отвечать на вопросы, какие вас интересуют. Немножко поговорим о предстоящем путешествии. Вот. Так что задавайте. Вот. И, ребят, я напомню, что вы можете поднять кассу фильма. Все фильмы обычно зарабатывают, вот. Поэтому как бы ничего в этом такого нет. То есть, если есть желание и возможность, почему бы и нет. Вот. Ну, теперь пообщаемся, наверное. Вот. Фильм «Бомба» пишут. Игорь Акула. Здесь бомба. Да. Ну, мы на самом деле тоже фильм смотрим вот каждый раз с новыми чувствами, каждый раз все это переживаем, эти эмоции. Ну и Виктор, конечно, мастер. Просто я смотрю, как будто не про нас, как будто про каких-то других людей. Ну, такие чувства получаются сторонние, смешанные. И, ну да, тоже до слез. Вот в этих моментах, когда вы писали, тоже эмоции прям пробивают. Ну вот тут естественные вопросы. Сразу начинается. Ульяновск, привет. Вопросы, куда мы собираемся. Следующее путешествие, да. Я даже прослезилась, Люция пишет. Привет, Люция. Вот, мы собираемся в семейное кочевье. Я его назвал мировое кочевье теперь, потому что мы собираемся, ну, кругосветку, наверное. У нас нет еще таких серьезных планов, то есть по маршруту, как вы понимаете уже, что я маршрут не строю на дальнюю перспективу, но мы собираемся сейчас в Европу поехать. То есть стартуем примерно в начале мая, в первой половине. Я надеюсь, что погода уже позволит. Райдер Тэч, спасибо. И погода позволит, и мы стартанем. То есть прицеп у нас уже, кто следит за нами, знают, что прицеп нам, велоприцеп детский пришел. Сейчас у нас основная такая трудность – это виза. То есть мы сейчас ходили, узнавали визовый центр, что нам нужно. То есть получить ее не просто, но я ни разу не получал, да и вообще я не понимаю, конечно, эти всякие визовые сборы, что платить деньги нужно за то, чтобы въехать куда-либо, потому что наша планета открыта, но пока такой возможности нет. Вот, и не знаем, как пока делать, но будем делать европейскую визу, в общем, я не знаю, Настя, есть что добавить? Ну, у нас вообще несколько вариантов, есть план А и несколько планов Б. План А – это, как обычно, мы делаем визу в Европу, но для этого нам нужно либо оформить спонсорское письмо от кого-то, кто сможет заручиться о том, что будет нас якобы финансировать, ну, оно формальное, либо самим иметь на счете определенную сумму для того, чтобы въехать. Но мы хотим делать мультивизу, она у нас на год, и нужно находиться 180 дней за полугодие в Европе, и каждый день нужно компенсировать деньгами. Вот, поэтому нам нужно какую-то сумму на счет либо собрать. Вот два пока таких варианта. И план Б – это не ехать в Европу, поехать в другую страну. Ну да, у нас всегда есть план Б и план С у нас всегда должен быть. Вот. Ну, сейчас посмотрим, как все будет. Ну, я думаю, все будет нормально. В плане... Виктор, тебя там половинку видно только. В плане съемки фильмов, конечно, будем снимать. То сейчас я уже нацелен на более серьезную съемку. Не как вот раньше в режиме такого блога было. Сейчас я уже хочу сделать, ну, не побоюсь такого слова, настоящие фильмы уже. То есть таким... Ну, документальные фильмы, конечно, не художественные, потому что мы технически сейчас получше подготовлены. У нас приобрели зеркальный фотоаппарат, такой средненький,
можно сказать, даже недорогой. Вот. И, естественно, для съемок возможностей больше. Это не как съемка на экшн-камеру, которая только показывает рыбий глаз. Теперь мы можем уже приближать, отдалять. Вот. Так лучше, да? Да, возможностей больше, и вы увидите совсем другие, более качественные в плане фильма. Хотя кому-то и такие интересно смотреть. Они тоже будут, но я думаю, мы будем их больше вести сторис на YouTube, вот в таком формате. Ой, на YouTube говорю, в Инстаграме. Больше в таком формате, наверное, будет. А на YouTube я буду выкладывать такие фильмы, и подход будет к ним уже более серьезный, и в плане монтажа. Вот, надеюсь, все получится. Вот, главное поехать, остальное уже все будет. Просто сейчас, когда сидишь дома, столько мыслей в голове, и они многие сбивают с толку просто. Вот. Да, вот там. Да, вот как раз пишет. С Франции пишет Оксана Чернышова. Это кого я снимал в фильме «Чувашский». Угу. Привет. Да, привет. Привет Оксане. И Паше. И Арине. Привет. Ихней дочке. Да, Никите. Тоже привет. Вот, Люция, надо взять на счет, сделать справку. Народ так делает. Ну да, вот с визами, конечно, люди вот так делают. Ну, посмотрим, как будет. Может, мы попробуем найти, то есть спонсора, то есть спонсор, ну, конечно, он получится формальный, просто у которого есть деньги на счете, который напишет спонсорское письмо для нас, для получения визы. Может, мы так сделаем. Но вот пока мы не нашли такого еще спонсора, у кого есть такая сумма. Но мы посчитали, если делать испанскую мультивизу, то есть 180 дней, это получается на двоих около 2,5 миллионов нужно денег. Но это я не знаю, откуда это вообще такие взять. Да, по последним новостям Испания подняла минимальные суточные, командировочные такие. 90 евро в сутки нужно теперь иметь на счете для того, чтобы получить мультивизу. Ну, мы тут думаем, что в Испании-то мы побудем все равно не год же и не полгода, а неделю, может быть 2 недели. И возможно сделать визу на неделю или на 2, но запрашивать мультивизу с тем, что мы все-таки по Европе-то путешествуем на велосипеде, до Испании мы быстро не доедем. Вот такой пока план. Но самый главный вопрос – это спонсорство. Либо нужно найти человека, который сможет нам формально спонсорство обеспечить, либо нужно собрать сумму необходимую. Вот. Владимир Александров, спасибо тебе. Вот. Да, спасибо тебе тоже. Да, Мария Витькина. Да, мы хотим GPS-трекер купить, гарминовский. Вот не знаю, как по финансам выйдет, чтобы за нами можно было в онлайн-режиме нас отслеживать, наше передвижение. Вот я хочу в это путешествие так сделать. То есть на сайте можно будет нас отследить, на нашем сайте tenchetravel.ru. Может, кто-то не знает, что у нас сайт есть. Там как бы будет вся основная информация вообще о нашем передвижении, где я буду писать посты. То есть теперь я буду не только видеорегистрацией путешествия заниматься, но и письменно описывать каждый день. Ну, по крайней мере, постараемся мы вот так вот теперь делать. То есть побольше как бы озвучивать свое передвижение, наше путешествие, больше огласки. Вот. Про Эстонию что-то вам там пишут. Да, вот про Эстонию спасибо, совет, Люция. Хорошо. Ну вот пока сейчас будем разбираться как раз. Но сейчас мы в таком находимся немножко подвешенном состоянии, как бы застопорилась у нас подготовка. Честно, мы готовы уже сейчас отправляться в путешествие. Была бы только погода нормальная, но вот снег растает. Ну, с ребенком выезжать в лучшем случае только в начале мая, потому что вот 5 лет назад я отправлялся в кавказское путешествие, но это и то было 9 апреля. Сейчас выезжать, это, извините за выражение, я свою, как говорится, 5-ю точку уже наморозился так, что все, больше не хочу. Все-таки хочется более по теплу ехать. Ночевать, точнее, по теплу. Ездить-то можно и сейчас. Ехать-то жарко, наоборот. В любую погоду и в мороз. Вот в плане ночевок я имею в виду. Вот. Можете еще спросить, что про фильм. Вот давай, Виктор, поговорим. А то у нас трансляция там вначале прервалась. Немножко у нас косяк тут с программой был. Сколько ты вообще над фильмом работал, получается? 2 года. Потому что я сначала год смотрел как зритель,
За твоими сериями. Ты занимайся этим. Потом этим занимайся. Потом уже начал пересматривать еще раз. Уже... Ну, в общем, ты путешествовал со мной, по сути, все пересматривал, и потом еще монтаж. Но это огромная работа, на самом деле, Виктор сделал, я вот поражаюсь, говорю. Но это для меня была не работа, это было для меня хобби. Это правильный ответ. Ну да, удовольствие было тебе, получал, конечно, да. Потому что от этого только получаешь удовольствие. Развитие в духовном плане, да, каком-то получается, как может еще как оператор, режиссер и так далее. Ну, если вдуматься, Виктор 100 часов видео Никитиного отсмотрел, а потом целый год записывал интервью и видео для фильма, и потом еще монтировал. То есть эта работа очень большая, очень крупная, масштабная, поэтому для нас этот фильм прям шедевральный считается. Ну, не только для нас, конечно, для зрителей тоже. Ну да, вот вы оценили как раз. Ну да, сейчас видно, что что-то необычное сделали. Вот, Игорь Соколкин, спасибо. Так, Натан Евген пишет, что монтировал? Ну, я пользуюсь этим, Power Director, Cyberlink программа. Вот, она, в принципе, простая, и, то есть, мои пока потребности удовлетворяет. Да, спасибо, Люция, фильм хороший. Но мы собираемся, если в Европу поедем, то поедем немножко северным путем, то есть, переедем Волгу, поедем на Ярославль, Кострома, что там у нас, Вологда, на Питер, в общем, поедем. И будем избегать больших трасс, ну, стараться не выезжать на них. Будем такие спокойные дороги, потому что спешить нам уже некуда. Вот. По лесам будем больше ездить. Ну, Райдер, спасибо за совет про решение вопросов через правительство. Ну, не знаю, как-то не выходили мы на них. Как-то самому это неохота делать. Как-то не привык этим заниматься. Вот. Но если есть какие-то мысли, то будем рады. Да, тут Мария Витькина пишет, что ты мой братан. Здорово, братан. Да. Ну, член семьи Виктор, конечно, постоянно ходит, подкармливает нас. Ну, желанный гость точно, конечно, каждый раз. Мы очень рады. Как мы там писали, ты Никита Тинже, Анастасия Тинже, Айран Тинже и Виктор Чугаров Тинже. Говорил. Ну вот, Елена пишет, Котлярова, почему ты с нами не едешь? Поехали с нами. Предлагаем Виктору с нами проехать хотя бы по Чувашии. Вот, потому что... Фильм классный про то, как чувашский богатырь за красавицей ездил. Ну, не совсем за красавицей, скорее от красавицы. Это мне награда в конце пути уже была. Она там, будущая путешественница, играет с какими-то игрушками. Чуть попозже подойдет, наверное, покажу. Хотя могу и сейчас, наверное. Пойдем покажем тебя людям. Народ просит. О, Андрей Романов, привет. Вот она, будущая и нынешняя уже путешественница. Да, мы видели, как Андрей Романов с Надеждой смотрели кино. Оп, осторожно. Тут микрофон у нас хотят забрать. Вам спасибо, Надежда, что посмотрели. С образованием пишут, как дела. Ну, никак, на самом деле. То есть, пока вообще у меня не хочется, нет желания поступать куда-то, там даже на заочку. Не вижу смысла просто. Просто не вижу смысла и тратить время, и, возможно, деньги на это. Пусть не поешь. Красотуля пишет. Тебя... Там она играет, просто занята своими делами. Вон пишет Сергей, говорит, путешественники из Татарстана, говорит, им по 1 000 000 рублей правительство выделило. Здорово. Но у нас что-то чувашское правительство как-то даже и не знает, наверное, обо мне. Знают, но не хотят со мной общаться, потому что я знаю, нас хотели с Игнатьевым свести, но что-то у них не получилось, когда я приезжал по приезду. Ну, видимо, тем и лучше, наверное.
Никита Усков пишет про сотрудничество. Да, действительно, мы можем приглашаем к сотрудничеству всех, кто желает. Это уже такая часть более финансовая. Здесь, кому интересно, можете писать вот Никите Ускову, который вот в комментариях находится. Это человек, который из Чебоксар будет курировать так наше путешествие. Ну, вот именно в такую часть сотрудничества. Вот мы сейчас готовим велоформу, разрабатываем дизайн, чтобы мы с Никитой и Исаей уже могли как бы более так солидно ехать, наверное. И компании, которые хотели бы нас поддержать, они на этой велоформе могут разместиться. Но это вот такой вопрос к Никите, лучше вопрос задавать Уськову, вот он на все вопросы тоже ответит. Да, поэтому в плане сотрудничества у нас теперь много вариантов, опять же, как Настя повторялась. И рекламных мест у нас много, то есть это как бы наш заработок. И раньше мы этим не занимались, но теперь как бы стараемся находить, писать людям, то есть предлагать свои услуги в плане размещения, потому что это очень, на самом деле, хорошие места. Везде они будут виднеться и в постах, и в фильмах. Вот, поэтому, если у кого есть желание, можете обратиться. То есть мы разместим логотип вашей компании или что бы вы хотели, там, может, личный бренд какой-то. Ну и также на сайте тоже, конечно, много возможностей. Сайт очень хорошая вещь, Никита все-таки заморочился и сделал его классным. Прям, правда, вот есть чем гордиться. Поэтому мы рады его представить. Ну, кто видел, тот видел, конечно. Вот там тоже много можно чего сделать. Логотип компании, просто написать какое-то сообщение, вот это все можно. Угу. Вот пишет, когда презентация велоформы, Иван. Ну, вот с велоформы у нас, мы сейчас ее разрабатываем, но никак не можем найти дизайнера, потому что в Corel я могу наклеить просто логотипы сами, но хочется чего-то творческого. И вот мы пока не можем человека найти, который бы этим занялся. Поэтому, друзья, если есть среди вас те, кто хорошо шарит в Corel, есть какой-то творческий потенциал, можете тоже нам помочь. Ну, конечно, не бесплатно, но кто-то, может, захочет и просто так нам помочь. Будем очень рады. Вот, а пока мы ждем, у нас... И мы, наверное, еще не все компании нашли, которые хотят разместить у нас логотип. Мы как раз в поиске. У нас сзади на форме еще свободные места и впереди. Ну, то есть много свободных мест, и вот мы пока еще их делаем. А тот, кто будет делать нам форму, уже нашелся. То есть тамбовская одна компания, RMX, которые сами изъявили желание нам помочь. Вот, и они нам помогут, сделают форму. Вот, Родина, Александр, спасибо вам. Вот, и с формой пока вот так дела обстоят. Потихонечку все продвигается. Ну, будет, как всегда, все в последний момент будет чики-пуки, как говорится. Сейчас мы просто, нам жизнь дает момент отдохнуть немножко и расслабиться, пока мы здесь дома. Но на самом деле, здесь, живя вот в квартире, здесь напрягов на самом деле гораздо больше, чем в дороге. Ну, вот по мне. Потому что я уже до мозга костей дорожный человек, мне все-таки сложно жить. И вот эту зиму мы еле-еле пережили. В Чувашии очень мало солнца. Не то, как на Алтае. Вот мы прошлую зиму были на Алтае, и там было очень много солнца. Там удивляешься пасмурным дням. Ух ты, пасмурный день. А здесь удивляешься солнечным дням, потому что очень мало было. И вот была такая, даже можно сказать, депрессия небольшая от этого всего. Вот, просто теряется жизненная сила, энергия уходит, черпать ее источников немного. Вот. И не хватает дороги, движения. Мне нужно вот все-таки движение. Тяжело без него. Вот. Саранску привет. Кипнук, спасибо большое. Будем на связи, если что. Светоотражающие будут на экипировке. На форме, наверное, не будет. Но у нас будут жилеты светоотражающие по-любому. В дороге не надо прибираться, это точно. Настя это понимает. Вот. Так, ваши родители не против того, что... Нет, родители наоборот думают, когда мы уже уедем, не будем тут мешать, стеснять всех. Наоборот, выгоняют нас отсюда. Так что все с этим нормально. Вот. Ой, извиняюсь. Ну. Так, что за вопрос? А почему?
Родители скромные просто очень. Понял. Мы маму постоянно Никитину пытаемся снять, сфотографировать, она не разрешает ни в какую. А мои далеко живут, поэтому родители видео нет, да. Да. Так что мы там как детдомовские получаемся. Вот. Про Михалыча, говорит, мало было. Ну, что, про Михалыча в интернете много всего разного. Введите Михалыч, Алтай, там много информации разной найдете. Поэтому. Да, на 100 часов. Ну да. Там много всего А есть. лучше приезжайте на Алтай, там познакомитесь с ним, как будто вы давно знаете друг друга. Вот я вас просто уверяю, приедете, будете как будто там дома, как дома. Вот так вот себя чувствовать. Так что-то все спрятались тут. Вот, ну мы еще пообщаемся, наверное, да? Пока не будем, потому что мы и так редко выходим в прямые эфиры, поэтому время есть. Вам бы велосипеды получше, специально для путешествия. Ну, я свой велосипед, честно, не намерен менять, он у меня отличный. Вот Настин можно, но хотя он тоже проехал много. Раму саму можно даже и не менять, вот, но нам ТОшка нужна нормальная, особенно Насте перед путешествием сделать. Ну, не знаю, пока ни одна велокомпания еще, как говорится, не разродилась и не предоставили нам велосипеды, хотя, мне кажется, это отличный вариант был для велокомпаний, разных производителей, фирм, поддержать нас. В принципе, велосипеды — это копеечная, мне кажется, для производителей такая поддержка, поэтому посмотрим, как что будет. Но вот сейчас работаем с этим, как говорим, наш менеджер Никита Уськов нам помогает в этом. Да, Никит, спасибо, что ты помогаешь нам. Вот и надеюсь, может, будут велосипеды, посмотрим. Но свой, конечно, я тоже не хочу так менять. Александр Григорьев пишет про электровелосипеды, но не знаю, в электровелосипед я не готов пересесть, потому что по городу, да, классно ездить, наверное, но все-таки за городом, когда у тебя кончается электричество, закончится энергия, то не знаю, как его таскать. Поэтому, мне кажется, еще пока рано про это говорить. Люция пишет. Вот, а ты между путешествиями работаешь? Да, вот этой осенью я работал. Вот, только не скажу, где это, секрет. Вот, подзаработал на снарягу. Вот, как раз прицеп мы купили. Но у нас в России надо очень долго работать, чтобы даже купить вот этот прицеп. Очень долго. А чтобы заработать на путешествие какое-то, когда нужны перелеты, наверное, нужно всю жизнь работать. Поэтому никогда не будешь в России путешествовать. Если будешь работать на путешествие. Так, пишет. Динамо втулки уже приобрели. Пока еще нет. Еще пока нет у нас Динамо втулок. Вот хочу я Динамо втулку себе поставить, как раз для энергии, для выработки энергии. В это путешествие уже хочу все-таки Динамо втулку для зарядки телефона. Посмотрим, как будет. Просто нам обещали Динамо втулки, не именно Динамо втулки, а обещали помочь. Ну, наверное, скажем, да, Настя, что нам администрация города, мы не напрямую с ними выходили, то есть человек за нас там поговорил с ними, и вот они вроде как обещали помочь, но не знаю, как будет. То есть что-то пока они забыли про нас и немножко медлят. Как бы вот, если они помогут, то будут Динамо втулки. Вот. Куда планируем теперь все вещи складывать, да? Ну, также все будет. У Аечки будет в велоприцепе, багажник у нее там есть. Но вещей, конечно, много, и езда с велоприцепом, она такая очень сложная. Тяжелый просто прицеп, вот поэтому немножко сложновато ездить. 16 килограмм один только прицеп, и плюс вещи, плюс аечка 10 килограмм уже. То есть это 16, 26, то есть это за 30 килограмм прицеп, сам прицеп только, представляете, это мне тащить все за собой. Это плюс еще 40... под 50 килограмм сам велосипед будет. То есть это 80 под 90 килограмм все это будет. Ну, посмотрим как. Пишут, Динамо втулки не бери, шляпа. Ну,
Где корона? В Германии все ездят с динамотулками. Какие запчасти должны быть в велопутешествии, спрашивают. На самом деле ничего много брать не нужно. Пару спиц запасных, все для монтажа камеры, покрышки, то есть это выжимки там всякие, эти монтажки, клей с заплатками, набор ключей, все. В принципе, там ничего не нужно такого сверхъестественного. Запасных цепей, там я такого ничего не вожу. Что там еще запасные любят? Систему, кассету, еще кто-то запасную раму чуть ли там не возит, но вот. Ну, Чихпых, спасибо за совет. Будем знать, ссылку сохраним. Ну, трехместный велик нам не нужен, спасибо, потому что никуда не уедем по отдельности, а иногда, может, так захочется, поэтому нет, каждого должен быть свой велосипед. Вот, потом маечку на велосипедик посадим. Отчество мое Андреевич. Да, Люция, я вот про горы тоже подумал, что я вот не представляю, как в Перевалы ехать. Под нормальным градусом это будет очень долгое мероприятие. Но, как говорю, опять спешить нам некуда просто. Данила, спасибо, приятно слышать. Взаимно. Хорошо за совет, спасибо, Лекс. Динамо. Ну, я вот, видишь, не тестил Динамо втулки, не знаю, но очень заманчиво то, что можно зарядить телефон. Ну, конечно, это смотря, наверное, как ездить и как его вообще подключить, потому что я почитал на форумах, что разные есть системы. Хочется самому попробовать все-таки убедиться, потому что это можно к любой вещи так придраться, пока сам не попробуешь, не поймешь. А так на слова я как бы... У всех велосипеды разные, Динамо втулки разные, манера езды разная, поэтому как бы тоже хочется самому попробовать. Но спасибо за совет. Виктор, как отчество? Твое отчество спрашивают. У меня Александрович, кто спрашивает? Двое уже спрашивают. Интересно. Милиционеры спрашивают. Я так тебя подумал, да? Все, за тобой выехали уже. Они уже знают, какое отчество. Нет, просто солиднее хочется Всё. обращаться к Понятно. тебе. Все, спасибо, Люция. Тоже следим за вами, фильмы ваши смотрим. Молодцы. Сайт, смотрю, уже тоже сделали, тоже молодцы. Что нам еще сказать по поводу фильма? Ну, и фильма, и подготовки. Про подготовку мы еще будем выходить в прямые эфиры, когда уже будет ближе к дороге все. Вот, поэтому сейчас тоже смысла много говорить про это не вижу, но просто чтобы вы знали, что в чем нам нужна какая-то поддержка, кто чем может помочь. Вот. Солнечные батареи, Алексей, у нас есть, так что все нормально. Солнечные есть, но солнце не всегда бывает, как показывает практика. Тренироваться мы собираемся. Тренируемся, вот сегодня за Волгу на велосипеде ездил, правда, один. Насте пока нельзя ездить, сейчас недавно только сделали операцию на глаза, коррекцию зрения. Коррекция зрения, да, да, называется. коррекция зрения. Больше не потеряюсь, так как было. Да, чтобы она больше не терялась в дороге, потому что решили вложиться в глаза, в здоровье. Вот, поэтому сейчас теряться уже не будешь, надеюсь. Давай, я теперь далеко с прицепом-то не уеду, ребята. Я теперь скорость такую развить не смогу большую. Все, Настя меня уже спокойно сзади будет ехать. Мы уже пытались проехать, много раз, сколько? Несколько раз проезжали уже с прицепом, втроем. Вот, поэтому нормально, нам понравилось. Я так еду на уровне Никиты, даже его обгоняю, мне так нравится, в гору быстрее. Вот, а как настрой, как планируешь с дочкой путешествий, быт? Ну, на самом деле, опыт показывает, что с детьми неплохо можно путешествовать, и в том числе твой, Люция, опыт тоже мы смотрим за вами, следим. Вот. В принципе, с появлением ребенка-то ничего особо и не меняется. Она в дороге себя гораздо комфортнее чувствует. Ну, вот когда мы едем по городу, например. Потом
Не, веселее. Она тут свои коррективы вносит, слова там говорит свои, в общем, интересно. По поводу быта, ну, вещей, конечно, по минимуму придется как-то вот себя сдерживать, чтобы не брать целую гору, вот этот мамочковая как раз вещей. Вот. А по питанию, ну, да, вот тут спрашивают на грудном. Да, на грудном еще. Я планирую надолго еще на грудном ее держать. Вот. Уже видели вас на дороге города Че. Спрашивают, где коррекцию делали, Настя? По коррекции зрения, ну, можно прорекламировать немножко, да, это в Ульяновске делали, в клинике Глаз-центр, очень хорошо сделали, здесь больше даже говорить не о чем, просто хорошо сделали и все. Вот, ну, до сих пор я довольна. Вот, поэтому, если интересно, просто забивайте Глаз-центр. Или, Иван, напиши просто в Насте личку, она тебе напишет. Да, либо в личку, я просто все там подробнее объясню. Сейчас не буду время на это тратить, просто довольна и все. Въезжать в Европу через какую страну будете? Вот не знаю, если дадут визу, то, наверное, через Эстонию, потому что мы вначале думали через Скандинавию ехать, но мы не успеем до зимы, до холодов, наверное, доехать до Балкан, где мы будем зимовать следующую. Вот, поэтому, наверное, в Эстонию, через Прибалтику и вниз на Балканы поедем, не спеша. Вот. По школам? Да, неделек знаем, вот, тоже смотрим иногда, вот, молодцы. Да, есть у нас примеры просто таких родителей, ну, достойные подражания, в общем, поэтому мы не боимся. Вот, Елена пишет, что чехлы нужны для прицепа. Ну, вроде прицеп сам нормальный, посмотрим, как он будет. Но если что, будет протекать, то будем, конечно, чехлы использовать, посмотрим. Вот. По школам пишет, ездишь, рассказываешь. По школам сейчас давно не ходил, честно, я говорю, всю зиму такое, какая-то депрессняк такой был. И просто энергию неоткуда было черпать. Вот. А сейчас, наверное, думаем, Виктор, да, будем, можно сейчас пойти, предлагать. То есть сейчас вот можно в мою школу, меня уже, в принципе, там ждут, там показать и фильм, и пообщаться. Вот. Так что сейчас начнем сезон. То есть вот этот сезон мы начинаем с весной вместе. Так, что там еще? По поводу апгрейда велосипедов еще не делали, потому что не требовалось. Пока все нормально, как после путешествия, так и... Ну, если по моему велосипеду там много чего нужно делать, там багажник нужно, передний, задний подремонтировать, передний поставить, а педали мне поменяли, да, у меня теперь контактные педали, ура, только я еще не пробовала на них ездить. Так, что еще нам нужно? Ну и, в принципе, там систему поменять. Никита лучше. Ну, у Насти всю ходовую часть надо менять, у него уже стерлась, цепи все растянулись. Я, в общем, придумала себе способы переключания скоростей сама собственные, чтобы он нормально меня слушался. Мы с ним договорились с велосипедом. Вон, Люция пишет, ты же хотел учителем стать. Но я что-то пока понял, что, опять же, это надо выучиться, потому что меня на работу никто не возьмет. Но я подумал, что пока не хочу, еще рано. Еще надо путешествовать, познавать. А потом когда-нибудь, когда зарплата у учителей повысится, то можно будет и работать, наверное. Но сейчас пока нет. Надеемся, что будут зарплаты, как в Скандинавии. Там это все почете, в уважении. Учителя — это прям очень уважаемые люди. Так. Да, в Питер мы заедем, скорее всего, планируем, по крайней мере, через Питер заезжать. Ну, пока планируем. Опять же, все зависит от визы. Вот как раз у нас сейчас этот вопрос висит прямо над нами, над головами, поэтому мы его пока решаем. Вот если все получится, как вот сейчас планируется, то да, через Питер поедем. Виктор, у тебя спрашивают, сколько времени ушло на обработку фильма у тебя? Обычно вплотную 3 месяца. На монтаж 3 месяца. Где-то так. Активной фазы работы уже, да, труда? Ну да, активно. Начал я уже его в январе 2018 году. Ну, может, полгода где-то ушло на монтаж фильма. Да, времени столько ушло. Вот что тут еще пишут у нас. Настя, добро пожаловать, пишут тебе в клан Бабы Фура. Прикольно звучит это. Да, Лена, Люция, да. Я теперь с вами.
Виктор, вы на телевидении работаете, пишет? Когда-то работал. Виктор называет это более низкий уровень для себя. Нет, я уже Телевидение. перерос телевидение, поэтому я сейчас там научился всему монтажу. Да, Виктор, ты сколько лет проработал-то, получается, там? Лет 8. Лет 8. Вот когда я еще в школе учился, я смотрел, оказывается, передачи Виктора, которые он делал на нашем местном телевидении. И я не знал, вот, что жизнь так сведет. И я вырос, и уже для меня честь общаться с Виктором. Потому что я его передачи смотрел, и у меня хорошие воспоминания с ними. С моей часть жизни такая интересная, школьная еще. Да, интересно. Хорошо, Григорий, будем так делать. Я тоже так думаю, Иван, что фильм хороший именно в плане того, что он вообще достоин быть показанным на большом экране. Но мы как-то, видите, у нас нет... Сами мы как-то к этому не идем. Нам продюсер какой-то нужен, человек, который за нас бы там пошел. Мое дело вообще путешествовать. Вот Настя знает, что в быту я вот дома вот здесь вообще бесполезный, наверное, практически. Я чисто вот дорожный человек. У меня везде дома бардак. Я вот вещи ложу так, чтобы они были на видных местах. Это у меня привычка уже дорожная. Когда... А я их прячу обратно. Да, по, Настя по углам спрячу. Чтобы... прячет, а я ругаюсь потом, ищу их. Вот поэтому у меня до мозга костей уже дорожный быт. Вот. И мне трудно чем-то заниматься. Мое вот дело это ездить, дорога, поэтому как-то мне не хочется ходить там с кем-то общаться по тому, чтобы фильм там показали. Вот. Поэтому, если, ребят, есть кто может помочь в этом деле, с кем... Да, мы покажем. Да, на кого можно выйти, то будет вообще здорово. Кот знает. У нас тут еще один пришел. Да, у нас еще... Где можно показывать. Он же рыжий, он же все знает, где можно показывать фильмы. Малыш, давай. Здесь микрофон. Покажи лапки. Привет. Говорить сюда надо. О, Юля пишет. Никита, персанба мухтанбар. А нашу сунатпар. Если тогда значит туч мотор заем, ты молодец, Настя пишет. Вот. Тавдабуш. Юля. Спасибо. Пите Тавдабуш. Тебе всего хорошего. Продюсер все права и бабки отберет. Нужен договор. Ну, посмотрим, как. Ну вот потому мы хотим просто поехать в путешествие и уже в дороге все образовывается как-то само собой. Потому что сейчас мы сидим, нам как-то все, ну как-то вот все равно какие-то движухи у нас тут приходится вокруг себя организовывать. Когда поедем, все гораздо проще будет. И продюсер найдется, если надо все будет. Вот я увидела малыша. О, Владимир, привет, салам тебе тоже в Казахстан. Почему имя Ая у дочки? Ну, Ая это по-тюркски значит луна. Но вообще ее зовут Аяран, чувашское имя. Ая это луна, потому что она родилась в лунную ночь под луной. А Яран это по-чувашски как плыть, плавно двигаться. То есть как луна, плывущая по небу, можно сказать. Так вот. Вот. Настю пишет, по-чувашски научи разговаривать. Да мне самому научиться еще по-чувашски разговаривать. Я вот, к сожалению, уже чувашский язык не знаю. Мои родители уже не знают. Потому что они уже родились в городе, а городские чуваши уже совсем другие, то есть забывают язык. Это печально, конечно, жалко, что не знаю. Хочется выучить, конечно, но на это нужно много сил, чтобы вообще учить язык, начать сесть вот и учить. Но на это просто нету сил на это. И времени. Но время можно найти. Главное желание ведь. Желание главное. А по поводу языкового барьера в Европе, ну, надеемся на английском все-таки вытянуть. Либо язык жестов какой-то. Во Франции там говорят. Мы наслышаны, что по-английски не хотят разговаривать. Только на французском. Ну, будем учить языки. Нам что? У нас вообще голова открыта для этого. Я за то, чтобы много-много языков знать. Или хотя бы по чуть-чуть с каждого языка. Почему нет? Будем подстраиваться под людей других, под их язык, под их культуру. Все-таки мы к ним в гости приезжаем. Поэтому будем. Я вообще, наверное, запросто заговорит. А у нее язык детей, она со всеми детьми будет общаться. Да, она будет такой полиглот, девочка-полиглот. Но телевидение, Иван,
потом, конечно, будут показывать, но Да. не сейчас, когда уже везде, где можно, покажем этот фильм. Телевидение это самая последняя инстанция. Нет, последняя инстанция это интернет, то, что сегодня было, но тут необычно. Нет, телевидение на самом деле, вот я не знаю, видишь, там не показывают просмотров, сколько реально человек посмотрел. Но я думаю, не очень много сейчас телевизор-то смотрят, если взять национальное телевидение Чувашии, ну сколько его могут смотреть? Все равно не так много. Когда-нибудь через год-два, может, будет по телеку. Если дадим. Пишут, как вы в школе учились. Ну, честно, я в школе, можно сказать, не учился, я школу только посещал. Мне просто было уже неинтересно учиться в школе, что-то заставляют делать. Для меня это вообще неправильно, наверное. Вот я это уже просто тогда понимал. Не мог выразить, сказать, но мне уже школьная учеба, вот эта система сама школьная не очень нравилась. То есть это 11 лет каторги, по сути, получается. Ну, конечно, много чему научился. Вот. Поэтому вот такие. Ну да, про языки все так. Сергей, спасибо тебе за это. Какое имя дали малыша? Малыша это кого? Коту или дочери? Коту, наверное. О, малыш, просто малыш-кот. Просто был малышом, вот, ну, вырос такой, амбалина стал. Да, национальное смотрят, но по национальному по-любому покажут, поэтому не переживайте, там будет. Не знаю, когда только, это уже Виктор будет решать. Возможно, до отъезда Никиты с Настей. Возможно, да, до отъезда. Ну, будет актуально. Ну, хотелось бы вообще в кинотеатре показать его. В кинотеатре еще лучше. Ну, в кинотеатре каком-нибудь еще лучше показывать, да. В каком сейчас, говорят, Мир Люксор, да, показывают? Ну, в Люксоре, наверное. Чувашское ТВ в Татарстане. Ну да, чуваши везде смотрят сейчас, они такие. Вот. Что у вас, ребят, какие еще вопросы будут? Интересно с нами общаться. Можем еще пообщаться, в принципе. Пока пообщаемся. Потому что, опять же говорю, не часто выходим. В Синема 5, говорят. Синема 5. В Синема 5 показывать фильм сегодняшний. Новоюшки. Ну, не знаю, там как-то. Продавайте фильм на дисках еще. Вообще была такая идея у нас продавать, но не продавать на дисках, а что-то вроде краудфандинга сделать. И, ну, в качестве там благодарности за донат, там же есть сборы какие-то от людей. Ну, знаете, да, что такое краудфандинг? Ну, отправлять диски как раз тем, кто помогает. Вот, такая идея была. Не знаю, насколько она реализуема. Может быть, тоже когда-нибудь такое сделаем. Все-таки диски это принадлежат Виктору как автору. Вот. Ну, может быть, если будет возможность, там, если будет запрос, то, конечно, будем и это делать. Ну, на дисках фильм 100 пудов будет когда-то. Ну да, он уже есть. Да. Один хотя бы. 2 экземпляра есть. Экземпляра. Один у Никиты, другой у меня, да. Угу. Да, почаще стримы делать. Хорошо, будем делать. В дорогу мы уезжаем в середине, ориентировочно в мае. Когда в мае, точно не скажем, зависит от погоды, потому что мы сейчас только от погоды, в принципе, и зависим, если не считать визы. Технически у нас все есть, ну, минимальный набор, да, то есть, который, может быть, что-то хочется заменить, но не критично. Можно ехать со всем тем, что у нас уже есть. Диск это память, ну, согласен. Но сейчас то же самое, как писать книги и выпускать их, в смысле, в бумажном варианте, потому что это тоже... Денег сейчас, мне кажется, на этом не заработаешь, но как память только. Или как вам в дорогу целый пакет дисков взять и раздавать. Да, да. Ну, только много багажа зайдет. Иван Данилов, за вторым фильмом или за вторым ребенком собираемся? Когда? Ни то, ни другое не знаем, когда будет. Так, по визам скажи последнюю инфу, нужно подтверждение доходов. Мы тут консультировались с визовым центром. Из документов, которые нам нужно собрать, это подтверждение не доходов, а счета, то есть
как бы это денежная составляющая должна быть на счету, либо спонсорство может быть оформлено от человека, который гарантирует, что в случае чего он может, в общем, компенсировать все наши траты. Что там, медицинская страховка, паспорта, да, и, по-моему, все. То есть, в принципе, ничего такого особо сложного нет, только вот как раз финансовая вот эта составляющая должна быть. Все остальное визовый центр сделает за нас. Мгм. О, Дагестану салам вообще, салам большой. Любим, уважаем, помним. Приедем как-нибудь, ну не знаю когда. Спасибо за комплимент по счет фото. О, лайфхак от Елены Котлеровой. Родить в Бразилии. Тоже хорошая идея, Настя. Ну, вообще, скорее всего, как-то так, наверное, и получится следующий. Мы никак, ну, пока не думаем, конечно, у нас пока первый маленький. Первая маленькая. Мне кажется, она пока хочет быть одним. Вот. Пока мы ей наслаждаемся. Но второй, конечно, будет, точно. Так. Если зимовать планируете на Балканах? Нет, пока вообще таких у нас точек, где останавливаться, куда заезжать, честно, вообще ни одной точки такой нет. Ни с кем еще не договаривались. Но мы там не будем где-то, наверное, в конкретном месте жить. Мы, наверное, будем ездить по побережью. Скорее всего, будет так. Но там будем по ситуации смотреть, где можно будет остановиться. Но таких мест нет. Если вы знаете там что-то, то можете написать. Все, Кипнук, спасибо. Тебе спасибо. Вот. Прощается с нами, что ли? Да, я тебя даже не узнал, Кипнук. У тебя никто там везде разные. Вот, оказывается, ты. Все, спасибо тебе. Красивые фото, говорят, у тебя получилось. Да, я уже сказал, что это спасибо. Да, вообще профи. Пока. Ну вот у меня появился фотоаппарат, теперь я говорю, что возможностей больше стало. Теперь я больше свой талант могу проявить, потому что раньше я не мог этого сделать. Теперь хоть больше возможностей. Люсь второй раз спрашивает надо. Будем по мере возможности посещать. Конечно, хочется по природе больше ездить, как вы вот там на юге Германии, по-моему, да? В Саксонии? Как? В Саксонии, по-моему, где-то ездили. Или не Саксония, что-то я путаю. Ну, собираемся, но пока еще ничего не намечаем. Вот так. Нам бы визу еще сделать. Вот визу сделаем, тогда уже будем спокойно уже намечать. Мы пока визу не получили, для нас Европа еще как бы закрыта морально просто. Вот. Поэтому сейчас надо вот, будем этим заниматься. Вот. Насчет продажи фотографий в Nat Geo вокруг мира Русского географического общества. Насчет Русского географического общества тут скажу. Вообще они как бы объявляют о возможности подавать заявку на гранты частным лицам тоже. Мы думаем про это тоже. Вот, поэтому это как возможность. Может быть, будет что-то и такое. Насчет Nat Geo, конечно, не знаю, но уровень фотографий, я думаю, неплохой. Даже очень хороший. Фотографии не мои, я могу хвалить их всячески. Никита молодец. Это я прям могу сказать точно. Вот тут Алг пишет, что можно ли поехать с нами недельки на 2. Ну, не знаю, в принципе. Мне кажется, человеку будет с нами очень сложно ездить, потому что мы уже как семья такой, уже сплоченный болид такой. Мне кажется, человеку просто будет некомфортно, и, в принципе, нам из-за этого тоже будет некомфортно, поэтому, мне кажется, это как бы сложновато будет. Но не знаю, кто захочет, пускай пишет, там уже посмотрим, ну да, лучше договоримся. в личном сообщении договариваться, потому что, скорее всего, объявлять как-то громко о том, что мы стартуем, мы не будем, потому что проще так собраться спокойно, тем более мы втроем уже, и уехать спокойно вот как бы по-тихому. Лучше в личном сообщении договориться, если есть прям дикое желание нас проводить. Вот, визы, говорит, на какой срок могут дать? Да, можно через Испанию получить сразу мультивизу. 180 дней получается полгода. По 90 дней в полугодие. Вот такую можно получить. То есть нам в реале. Фильм показали, да, уже, Игорь. Уже все пропустил. Ну, ты, по-моему, можешь промотать до начала. По-моему, там 4 часа можно это делать. Я не знаю, получится или нет. Жечь костры запрещено в Европе, пишут. Ну да, газовый баллон, все будет у нас. Ну, у нас он с собой всегда был. Да, и горелка, и газовый баллон.
по России всегда возил его тоже. Редко просто в России его пользуешься. Нет, там можно не костры жечь, а уголь разогревать. Уголь. Купаешь и разогреваешь. Там. Специальный гриль. Ну, понятно. Чтобы не ветошь собирать нельзя, наверное. Ну, в специальных площадях можно. Да. Вот Александр пишет про Тинькофф. Ну, нам тоже про них писали, но надо на них выйти. Вот Никита как раз Ушков пишет. Никита, возьми на заметку. Да, Никитос, бери. Наш прям человек, который быстро за нас тут все делает. Активнее даже, чем мы. Молодец. Спасибо тебе, Никит. Так, ну, он на соревнованиях, да, выступает. Так. Мы будем еще такие стримы делать вместе с показом фильма? Конечно, будем стримы делать. Стримы обязательно будем делать. С показом фильма. Да. Ну, мы решили вот сейчас именно стрим сделать, не выкладывать его в открытый доступ, потому что, а вот так вот, чтобы, ну, честно сказать, и была возможность у вас поддержать нас, то есть немножко такой практический интерес тоже с одной стороны, что и такая интрига еще, чтобы не все легко доставалось, чтобы раз посмотрели и все. Ну, может, кто-то записал его, конечно, на этот, как его, захват экрана кто-то, может, сделал, конечно, и теперь пиратские копии пойдут по интернету. Вот твой дядя тебе привет передает. О, Алексей, привет из Чиганар. Алексей Фомеляков, приветствую вас. Недавно там были у вас в Чиганарах. Вообще у вас там здорово. Наше место силы. Вот бы там жить, конечно, тут не в городе. Повезло вам. Никита пишет, Ламп, где лучше проезжать, по востоку или по западу до Юго-Восточной Азии, по Китаю? И там хорошо. Естественно, если хочешь, не любишь, когда много людей, то лучше проезжать по тибетской стороне, по Тибетскому Нагорью. Там людей не будет, не так много будет и гораздо живописнее, и палатку есть где поставить. Если хочешь такую почувствовать китайскую суету, то, конечно, ехать по западу, по равнине китайской, великой этой. Только палатку там придется поискать места, но и там интереснее, везде классные воспоминания. Но Тибет, конечно, там вообще здорово. Как поддерживаешь спортивную форму, пишут. Спортивную форму, у меня ее вообще сейчас нет. Я вот этой зимой 2 месяца на велосипед, не соврать, садился, да? Сколько у меня там не было, вообще долго не садился. Вот сегодня. Месяц мы в деревне прожили, отдыхали от города. Да. И, наверное, еще месяц, да, не садился. Да, и поэтому формы как таковой нет. Но потихонечку сейчас начинаем набирать. Но вот сейчас вот все подтаяло, сейчас сплошной лед на улице и подморозило еще. И вот вообще лед, тяжело ездить, но по асфальту ничего, нормально ездится. Елена Котлярова, спасибо тебе за донат. СПБ, привет. Energy Wells. Вот. Спасибо, Сергей Мельник. С Германом контакты, как бы, давно с ним не общались, но смотрю, что-то он выкладывает там. К сожалению, редко его сейчас смотрю. Ну, я его раньше, честно говоря, редко смотрел. Просто я вообще редко за кем слежу в своих путешествиях. Только, наверное, кого лично знаю, вот как Герман. Сейчас мы вот следим за Русланом Вериным с Украины, велопутешественник, который сейчас в Южной Америке. И все, наверное, больше ни за кем. Сейчас вот поехал в путешествие наш ивановский друг мой, с которым я пересекался. Он шел пешком с Выборга до Владивостока. Он сейчас отправился в велокругосветку. Вот сегодня стартовал с Иванова. Вот, Илья его зовут. Вот. А что там Герман всех насторожил? Что у него там такого случилось? Елена Васильева, спасибо за... В Ингушетию я проезжал, но не знаю, когда еще там будем. Хочется, конечно, по Кавказу, очень скучаю. Вот. Спасибо. Спасибо, Рома Фомин, тебе. Спасибо.
Спасибо, Леха. Вот, Илье привет от нас передавай. Следим, сейчас будем за ним следить тоже. Интересно за путешественниками следить именно сначала, наверное. Не когда ты подключаешься, когда он еще уже едет там полпути, грубо говоря, проехал, а вот именно начинать смотреть. И вот потом интересно, что же дальше будет. Вот. Человек слева — это Виктор Чугаров, режиссер фильма, который был. Привет. Да. Ну просто кто-то подключился только сейчас и не понимает, кто это. Может, кто-то... Мы тут сидим, это просто триколор рисуем. Ну да. Это наш, мы усыновили Виктора, просто наш сын поедет с нами. Ой, что там? Кто там с кошариком общаются? Вот, как-то так пока. Такие у нас... Ну, я не знаю, думаю, наверное, уже скоро можно закругляться будет, наверное. Я не знаю, у кого какие вопросы. Да? Угу. Потихонечку. Наверное, будем делать еще какой-нибудь подобный эфир. Это был пробный тестовый, хотели проверить, будет ли донат. Вот. Ну, думаю, в следующий раз получше будет. Так, на май. Ну вот пишет кто-то, в Яндекс скинул, спасибо вам. Вот, общий у нас 650 рублей получается. Донат. Спасибо, это через Donation Alerts вышло. Вот, в любом случае, всем спасибо, ребят, за просмотр. А, вот еще. Вы первые, кто едет с ребенком в такие путешествия. Ну, мы еще не знаем, какое путешествие получится по длине, но с детьми ездят. Ездят, их очень мало, конечно, потому что одиночных-то велопутешественников немного. Но вот сейчас с каждым годом их все больше и больше уже становится. Вот. Но с детьми, конечно, редко ездят. Но для Чувашии мы, конечно, первые, насколько я знаю, просто. Да что там для Чувашии, это у нас в России, наверное, это как бы... Я, честно, не слышал, чтобы у нас в России на дальние путешествия. Я не расцениваю какие-то маленькие, там, на месяц даже, на 2 путешествия. Да, и то даже на месяц, на 2 это большие путешествия, все равно. А мы уже планируем кругосветку, но я таких не знаю, конечно, которые, чтоб с прицепом там куда-то ездили. Вот пишут, как за Ильей Фроловым будет следить. Я не знаю, он будет ли снимать фильмы, но он у себя на страничке Илья Фролов, у меня в друзьях он есть, посмотрите, он там должен все писать. А я не знаю, будет он ли YouTube писать. Patreon подключите. Что это такое Patreon? Екатеринбургу привет, Олегу. Видишь, тебя говорят, езжай с нами в дорогу. Как фильмы будешь сразу снимать. Сходу. Да, сразу оттуда. Кстати, у меня была такая идея. Да, уже говорил. Год назад. Что давай, говорит, будешь снимать. Еще есть вариант, как таковой отправлять тебе исходники, короче, то, что я все наснимал, и ты будешь монтировать это, но Но ты сделаешь лучше. Да, я знаю, что ты мастер, но я никому это все-таки не доверю делать то, что я хочу, потому что как моя задумка, как я снимаю, а как может другой человек монтировать, я вот этого немножко не понимаю, потому что... То же самое, как будто я свой фильм кому-то даю на монтаж, это такого нереально просто. Ну да, это уже человек уже внесет свой какой-то там, свою идею, то есть это не то совсем, поэтому если, пускай Виктор круче в плане монтажа там в 100 раз делает, например, я все равно ему не дам, пускай я хоть как-то криво там косо сделаю, но я буду учиться делать монтаж, потому что вот прошлое путешествие, вот Восточное Кочевье, я с монтажом никак вообще не запаривался, потому что в дороге это очень сложно, очень много времени на это надо, чтобы делать хороший монтаж. Вот, я делал как есть, все настоящее, никакого монтажа не было, какие-то просто там, даже ляпы не вырезал. Вот, но это интересно, мне сейчас это интересно смотреть, потому что я всю подноготную, по сути, снимал. Вот, но я сейчас, как уже повторялся, хочу новый формат немножко сделать, такой более кинематографичный, потому что есть возможность. Сейчас мы вот приобрели микрофон, аудиорекордер хороший для записи звука. Кто видел, уже на ютубе я выкладывал. Первые мои field recordings, это запись звука, запись пространства.
Вот теперь это мое такое новое увлечение. Мне нравится запись тоже звука, это здорово. По-другому слышишь мир, по-другому чувствуешь. И вот в этом техника как раз помогает. По-другому начинаешь на мир смотреть. Даже как фотоаппарат появился, я начал по-другому смотреть на мир. Видеть какие-то детали, которые раньше не замечал. Вот смотришь, вот это можно вот так вот сфотографировать. Вот так. Просто глаз уже по-другому наметан. Это очень здорово. И сейчас вот так же со звуком, с аудиорекордером. Вот. Поэтому хорошо, когда приходит техника. А ведь жалко, что я с Китая только начал снимать видео. Вот. Просто раньше у меня была отмазка, что, мол, вот будет хорошая камера, начну снимать. Но все-таки начал также на телефон, а потом все остальное пришло. Наверное, интернет, Олег. Дергался фильм, если значит интернет. Strava будете пользоваться? Я вот не знаю, Stravой пользоваться или нет, потому что мы хотим GPS-трекер гармоновский иметь. И то есть нас можно будет, если он у нас будет, нас можно будет отслеживать в онлайн-режиме прямо на сайте. Если это будет, то Strava уже не нужна будет. А если его не будет, то будем Stravой пользоваться каждый день. Просто для себя это интересно будет. И вы сможете смотреть. Вот, ну вот, кому-то интересно живые видео смотреть, Станислав, согласен. Кому-то не нравится, кто-то хочет какие-то вылизанные клипы смотреть. Кому-то так. В любом случае все будет классно, интересно. Главное, чтобы это было настоящее. Нет, Елена, это вот аудиорекордер, как я говорил. Кролик. Да, какой-то кролик сидит там. Шапка с помпона. Ребенок. Кролик вот тут рыжий. Да, тут и рыжий этот есть, микрофон тоже ходит. Тоже любим. Я на него похож. На рыжего кота. Похож ведь? Ну, экшн-камера у нее свои. У каждого аппарата своя предназначение. Экшн-камера абсолютно для путешествия нужна. Я ничего не говорю. У нас также будет экшн-камера. В Страве онлайн можно отслеживать, да. Я, честно, не знал, что онлайн можно отслеживать, но если так, то хорошо. Надо ее изучить получше просто. Ну, с Гармина, наверное, тоже. Вот будем это изучать, ребята. Я пока сам не шарю в этом, ну, сильно не углублялся, куда там треки можно закидывать, записывать. Будем все это делать. А вот, и что с домиком у вас? Это про наше алтайское строительство. Да, прошлой зимой я заготавливал лес, хотел строить дом, но пока мы заморозили стройку, поняли, что мы еще хотим путешествовать. Вот, но потом вернемся к ней и продолжим строительство. Вот, потому что моя мечта — это иметь дом свой, собственный построить, потому что сейчас у нас тоже никакого, как говорится, своего угла нет. Наш угол — это дорога. Да? Палатка, велосипеды, палатка. Вот. В городе мы жить не хотим, тут вообще нечего делать. Очень сложно мне. На Гарфилда похож наш кот. Да. Он добрый, хороший. Сколько нас? 80 человек нас смотрит. Все? Ты там? Пупси ходит. Вот, так что с домом пока так. Будем путешествовать. Ну что, закругляться, наверное, потихоньку будет, потому что сейчас вопросы все подключаются. Долго не будем, уже 2 часа 4 минуты уже идет трансляция, то есть вместе с фильмом час. Да, бревна пока подсохнут. Поэтому, друзья, наверное, давайте мы закруглимся. Спасибо всем за просмотр, кто с нами был. Приятно было с вами общаться. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задавать еще в личку писать, если есть какие-то предложения. Вот, Donation Alerts, вот 650 рублей мы собрали, спасибо. Не знаю, как на других ресурсах, там Яндекс деньгах, там может кто-то в эти скинул, Сбербанк. В любом случае, спасибо вам. Не ради этого все было сделано, не ради доната. Вот, это так, только дополнение приложения. Вот. Так что все, ребят. Спасибо большое. До скорой встречи. Виктор,
Аечка, скажи пока там. Ая за котом бегает. Аечка там охотится на кота, ну ладно.